Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего любимого и узнаем, какие мысли его сегодня посещали. Мысли в целом и мысли о вас. Загадайте, пожалуйста, на любимого и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, слушайте, а вы ведь тоже о нем постоянно думаете? Но мысли какие-то у вас переживательно-тревожные. У мужчины более стабильные мысли, либо, знаете, как ровные, да, без какого-то надрыва. А у вас нет, девчонки, вы как-то прям беспокойны в отношении мужчины, которого вы загадали. Нервы он вам делает. Зачем? Зачем вы так нервничаете? Какое-то раздражение у вас от его поведения, либо от каких-то его поступков. Усталость, раздражение и даже какой-то нервный надрыв идет. Вам тут точно нужно поговорить, обсудить, и вы, пожалуйста, выдыхайте. Вот это нервное перенапряжение, оно ведь ни к чему хорошему не приведет. Не надо так себя накручивать, девочки, не надо. Так, мужчина. Но у мужчины тут спокойствие. В отношении вас у него спокойствие. Он в вас уверен, он вам доверяет, он считает, что у вас в отношениях в принципе все хорошо. Да, есть какие-то кочки, есть какие-то камушки, но это все типа со временем решаемо. Да? У него нет такого напряга. Вот, полная уверенность, что вы хорошая, идеальная пара. Вот, что вы должны быть вместе и, как говорится, под руку двигаться в одно совместное прекрасное будущее. Это его ощущения от вас. Чувства между вами взаимные, обоюдные, но он их транслирует как-то дозированно, то есть не на полную катушку. А вот вы свои чувства с перебором транслируете. Понятно? Вот так тоже не надо поступать. Вы за него слишком переживаете, вы на нем слишком сильно сосредоточены. Вот. Он это расценивает, ну, скажем, как вспыльчивый характер, да, либо как взбалмошный характер. Понимаете, девочка, это ведь не так. Ваши переживания он считает какой-то блажью. Вот. Поговорите с ним, пожалуйста, объясните. И будьте поспокойнее в отношении этого мужчины. Я понимаю, что вы эмоциональная натура, когда вы любите, ну, как вы целиком и полностью себя отдаете. Но мужчина по типажу, он в этом не нуждается. Он, наоборот, нуждается в разумной, спокойной партнерше. Вот. Он видит, что вы такая. Он видит, он это понимает, но ваши последние проявления, уж не знаю, чем они вызваны, его немножечко встревожили. Вот. И мысли вот не совсем корректные у него пошли. Так, что он думал сегодня? Ну, он думал о каком-то подарочке для вас, о какой-то радости. Ему очень хочется вас чем-то порадовать. Порадовать, удивить и, возможно, загладить, либо наладить то, что у вас там недавно разладилось. Либо вас успокоить каким-то подарком. Может быть, как подарок, залог, либо подарок как знак любви, как знак преданности. Что-то, кстати, сегодня он подбирал, выбирал, просматривал. Даже, кстати, брал какую-то консультацию, вот с мужчинкой с какой-то общался, с каким-то общался и спрашивал совета. Вот, что лучше женщине задарить, так, чтобы она прям успокоилась и перестала, ну, как-то, не знаю, дергать, накручивать, либо какие-то претензии выставлять. Вот прям такой у него диалог состоялся, ему тут хорошие советы дали, советы достаточно ценные в плане
цены, да, мужчинка ваш голову почесал, говорит, ну что ж, любовь, да, значит, надо мне потратиться. Да, озадачился, заботился и вот подбирает что-то, вам какой-то подарочек подбирает. Так, еще вспоминал какую-то женщину из вашего окружения. Женщину эту он терпеть не может, считает, что эта женщина дурно на вас влияет, что нужно предпринять какие-то меры, чтобы эту женщину от вас отдалить. Возможно, это ваша подруга, возможно, это какая-то даже родственница, но она ему очень не нравится. И, знаете, вот даже вплоть до того, что он там себе какую-то ситуацию нехорошую представил, я аж улыбнулся. Вот хорошо бы было, если бы она и испарилась. Да? Ой, как классно, вот как бы мы зажили. Вот. Винит какую-то вашу женщину, подругу, родственницу в том, что у вас вот отношения иногда раскачиваются. Так, еще думал он над каким-то вашим вопросом. Вы знаете, не так давно вы что-то ему сказали, либо что-то у него спросили. И у него был ступор, настоящий природный ступор. Он просто не знал, что вам ответить, потому что об этом он никогда не задумывался. Либо так глубоко он никогда не мыслил, а вы его просто повергли в шок. Он напрягся. Либо он недопонял, что вы у него спросили, либо сказали, либо действительно это что-то вот прям на расстоянии от него. Вот. Ему либо разъяснения нужны, либо повторно нужно будет вернуться к этой теме, чему он будет очень рад. А если вы еще и объясните, что вы конкретно хотели, ну, я думаю, что здесь все хорошо закончится. Так, еще у мужчины, конечно, тут мысли были 18+. Что-то где-то он, я не знаю, какую-то порнушку, что ли, посмотрел, либо какая-то картиночка попалась, и он сразу представил вас. Возбудился, перевозбудился и думает, надо попробовать. Да? Может быть, какой-то наряд красивый, вот именно для взрослых, либо, может, и правда порнофильм посмотрел, там какую-то позу подсмотрел, говорит, попробуем, мне понравилось. Вот, представлял. Так, в целом он у вас такой человек, рабочий человек. Вот у него мысли, понимаете, он умеет сосредоточиться. Вот если работа, то работа. Если вы, то вы. Работы у него, кстати, много сегодня было. Много каких-то дел, много какой-то ответственности. Его тут дергали, и чем-то он тут был озабочен. И вы знаете, других женщин в голове у него не вижу. Нет. Думает только лишь о работе. Когда у него там свободная минутка, он думает о вас. Именно о вас. Кстати, мужчина сегодня, вот кто будет сегодня встречаться, либо это ваш муж, да, он вернется, он с чем-то придет, он не пустой придет. Может быть, цветочек вам принесет, да, букетик, а может быть, какую-то вкусняшечку для вас купит, что-то принесет для вас. Он уже придумал, что чем-то вас порадует. Вот хочется ему вас порадовать. У кого будет годовщина скоро? Какая-то годовщина, может быть, свадьба, может быть, начало ваших отношений. Девочка, у него сегодня стресс случился. Он вдруг вспомнил, что у вас будет годовщина. Только дату он то ли перепутал, то ли он забыл, то ли подумал, что он уже забыл. И он прямо с дрожащими руками где-то там искал, ковырялся, у него где-то что-то там записано было. Искал и прям стресс такой конкретный испытал. Ну, видите, как переживает. Да, переживает. Так. Девочки, кто сегодня смс-ками с ним обменивался? Смс-ками либо звоночками? Просто птичка вот летала. Между вами летала птичка. Что-то вы ему такое написали, что он прямо аж улыбался. Улыбался, ему было очень-очень приятно, что вы ему это написали. Вот, воспринял это как добрый знак. Знак того, что между вами все отлично, что у вас хорошее настроение. И, возможно, сегодня вечером у него будет приятное времяпрепровождение в ночное время суток. Вот. Да, он, кстати, на это настроился. Я вас заранее предупредила. Вот, у мужчинки будет и желание, и интерес, и все получится. Я думаю, все получится.
Для тех, кто на расстоянии, девчоночки, я так понимаю, что весь вечер и, возможно, до глубокой ночи вы будете переписываться, обмениваться сообщениями, всякими там любовными посланиями и очень хорошо проведете время. Устанете, конечно, не выспитесь, но тем не менее проснетесь в хорошем настроении на следующий день. И он также проснется. Так. Еще важный момент. Вот, девочки, вот как он вас видит в сегодняшнем дне? Как он вас видит, как он вас представляет? Когда он общается, либо разговаривает со своими друзьями, там, может быть, с членами семьи, и говорит о вас, у него аж глаза светятся. Вот кто его знает, кто там раньше его знал, до вас, его, например, там родственники знали, они каждый раз удивляются, вот как у него глаза горят, когда он говорит о вас, либо рассказывает о вас. Он в лице меняется, прям как, знаете, освещается у него лицо, и такая улыбка детская у него на лице играет. Но вы его звездочка, вы его звездочка. Вы знаете, вы прям конкретно этого мужчину зацепили. Он, конечно, противненький, это я вижу, характер любит свой показывать. Иногда, вот знаете, как наперекор может делать. Вот есть в нем вот эта вот бесовщинка какая-то. Но тем не менее, если вот сравнить его, каким он был до вашего знакомства, каким он стал сейчас, ну это небо и земля. Он поменялся, очень поменялся, и поменялся он благодаря вам. Либо ради вас он поменялся. И это тоже очень хорошо. Так, я еще что думал. Ну, тут у мужчины какое-то планирование было. Планирование, какие-то мысли о чем-то глобальном, далеком. Может быть, он планировал ваш совместный, не знаю, отпуск, да, куда-то вместе поехать. Либо мужчина планировал, ну, допустим, вы уже в паре в браке, там, расширение вашей жилплощади, да, вот думал о чем-то таком. Знаете, как подумал, что это очень дорого, либо сейчас как некогда, да, либо не время, потом еще подумаю. Но мысли, видите, как наперед идут. То есть серьезно, все серьезно, он серьезно к вам относится. И, в принципе, что вы говорите, он все запоминает. Не всегда правильно трактует то, что вы говорите, но тем не менее запоминает. Так, еще, девчонки, кто работает и работает в каком-то, ну, коллективе, большом коллективе, там и мужчины, и женщины. Вот ему хотелось бы, чтобы вы не работали. Вот ему было бы спокойно, если бы вы были домохозяйка, да, сидели бы дома и как бы его ждали. Вот это было бы хорошо. А когда вы там на работе, когда вы не сразу успеваете ответить там, на его звонок, либо на его смс-очку, понимаете, он такой стресс испытывает. У него сразу вот фантазии, что вы там с какими-то коллегами по каким-то углам зажимаетесь, в каких-то там дорогих машинах катаетесь. Ну, бред. Он понимает, что это глупости, но тем не менее, вот каждый раз стресс. Да, если он вам не часто пишет, да, либо не часто звонит, только по этой причине. Он боится, что вы сразу не ответите. И на него найдет эта волна ревности, и все. Держите меня 7, желательно за ноги. Вы знаете, вы очень хорошая пара, очень хорошая. И вы это понимаете, и он это понимает. И люди, которые вас окружают, это тоже понимают. Хорошая вы пара. Я вижу, что держитесь вы друг за друга, что вы друг друга цените. Девочки, отношения ваши тоже неплохие, но вы слишком спешите. Слишком спешите. Ваш мужчина, он немножко как, ну не знаю, в танке, да? В бронемашине. То есть до него не всегда так быстро доходит. Либо он не всегда готов на какие-то вот быстрые, ловкие действия. Делайте скидочку на то, что он по темпераменту немножечко от вас отступает, отстает. Вот. Попроще будьте и потерпеливее. Этот мужчинка еще вас удивит. Судя по его мыслям, судя по его настроению, ну, у него тут далеко идущие намерения. Серьезные и далеко идущие. И даже если вы уже семья, если вы в браке с ним находитесь, то он без вас жизни своей не видит и не мыслит. И это очень замечательно.
Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.